Двое детей скончались в результате отравления угарным газом в частном доме в Икажево накануне. Прибывшие на место происшествия специалисты установили факты неисправности системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате. Назрановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления – причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительной причиной произошедшего является отравление угарным газом. В рамках расследования уголовного дела был произведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. 10 февраля 2025 года в частном домовладении, расположенном в сельском поселении Икажево Назрановского муниципального района Республики Ингушетия, обнаружено в тяжелом состоянии двое малолетних детей, которые госпитализированы в медицинское учреждение. Впоследствии они скончались, не проходя в сознание. Предварительной причиной произошедшего является отравление угарным газом. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал указ об установлении в республике Дня профсоюзного работника. Общероссийского профессионального праздника у профсоюзов нет, но регионам даны полномочия учреждать праздничную дату самостоятельно. Цитата. «Профсоюзные работники стоят на защите интересов трудящихся, следят за тем, чтобы работодатели не ущемляли их права, взаимодействуют с органами власти для своевременного решения других проблем. Тем самым они вносят свой вклад в обеспечение социальной стабильности в обществе. До настоящего времени в республике не был учрежден профессиональный праздник профсоюзных работников, чтобы мы могли отмечать их заслуги и достойно их поощрять. Решение об установлении Дня профсоюзного работника связано с желанием исправить эту ситуацию. В последний день августа будем поздравлять наши профсоюзы», отметил глава. Минстрой Ингушетии в 2025 году планирует обеспечить финансирование работ по благоустройству 23 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже утвержден паспорт федерального проекта и ведется работа по распределению денежных средств среди муниципалитетов. До 1 апреля муниципалитеты должны заключить контракты с подрядными организациями на выполнение работ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкультуры и российским регионам провести инвентаризацию объектов культурного наследия России, которые находятся в неудовлетворительном состоянии до 1 июня 2026 года. Кроме того, Минкультуры, Минстрою и Минэкономразвития также при участии субъектов России поручено в течение 5 лет в полном объеме завершить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населенных пунктах, которые имеют статус исторических поселений. Кроме того, до 30 апреля предстоит разработать и внести проект федерального закона, предусматривающий наделение Минкультуры полномочиями по ценообразованию и нормированию в сфере сохранения объектов культурного наследия. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию одобрил поправки в Земельный кодекс о соразмерности участка под зданием. Сейчас участок отводится в соответствии с площадью периметра здания. В результате затруднено строительство парковок у таких плоскостных сооружений, как спортивные комплексы и санатории. Участки под парковки застройщикам приходится выкупать по очень дорогой цене. Если застройщик этого не делает, то такие сооружения остаются вовсе без парковок, что затрудняет пользование ими, отметили в Совете Федерации. При выдаче потребительских кредитов в России будет предусмотрен так называемый период охлаждения, в течение которого банки не будут осуществлять заемными деньгами финансовые операции. 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч, 48 часов для сумм от 200 тысяч рублей. Предполагающий это законопроект Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании. Как отметил председатель Думы Вячеслав Володин, предлагаемый механизм позволит избежать ситуации, когда люди под влиянием мошенников из-за их угроз берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам. Для защиты мобильного устройства от взлома и кражи мошенниками следует использовать сложные пароли, запрещать показ СМС на заблокированном экране гаджета и разрешать вход в важные приложения только по биометрии, рассказали в МВД. Там отметили, что украденный или взломанный смартфон грозит не только финансовыми потерями. Например, аферисты могут зайти в банк и перевести деньги, оформить микрозаймы через портал госуслуг. В МВД подчеркнули, что также следует отключить автосохранение паролей в браузере. Google Chrome и Safari хранят данные без дополнительной защиты. Лучше использовать менеджер паролей.